Добрый день. Знаете, грустно говорить, а говорить хочется, потому что я 20 лет находилась при создании этого храма. Я всегда косвенно присутствовала с Ильдар Абый, но мне повезло, мы с ним в 97 году пригласили его мои друзья в Грузию. И нам прислали за Ильдар Хановым, я подчеркну, мои друзья прислали самолет президента Аджария. В общем-то, мы летели борт номер 1. Это было, знаете, как красиво. Ильдар Абый лечил лично президента Аджария, господина Абашидзе. И весь генералитет, и весь королевский двор в Батуми. Я вам скажу, это был момент такого истинного веселья и куража. Вдруг я его разглядела со стороны вот такого мальчишества, да? Борт номер 1, тут мы, тут охрана, масса внимания. На какой-то момент я видела его блестящие глаза. И мы как-то сидим в Батуми, в замке, хорошо обедаем. И вдруг я увидела на столе маленькие вот такие ребрышки, да? Мне так стало грустно, я тихонечко спрашиваю у представителей службы безопасности, а что это на столе за мясо? Он говорит, теленок. А Ильдар Абый в этот момент очень хорошо просвещает этих генералов, что такое вегетарианство, что такое дух, что такое быть в единении с природой, что такое симбиоз природы, да? Что такое академик Вернадский. И мы в этот момент все это слушаем. Мне как-то становится грустно от этого маленького ребрышка. Я выхожу, спускаясь с замка, выхожу к берегу моря, и вдруг к дереву вижу привязанного бычонка. Он чуть-чуть больше моей собаки. Я гляжу в эти глаза, рефреном идет голос Ильдара Абы о симбиозе, о Вернадском, что эта природа, она вся едина, пустых мест не бывает, забывай все это духовностью. Я подхожу к этому теленочку, гляжу в огромные глаза и говорю, Ильдар Абы, теленочек, я больше никогда не притронусь к мясу. Казалось бы, одна встреча, она явилась ключевой в моей жизни. У меня нету мяса, у меня нету рыбы, у меня нет ничего живого. Я счастливый человек, я не ношу мехов. Вот такая история позволила мне, встречи с гением Ильдара Абы, перевернуть собственное сознание. Нет спиртного и нет сигарет. 20 лет, это же сигареты чуть раньше, ну, это было баловство такое, ушло. Суть знаете в чем? Иногда можно быть рядом с великим всю жизнь и не подняться. А можно один раз услышать его звон, маленькая струна, да? Помните, когда Паганини исполнял перед, по-моему, Францем Йосифом, где-то в Австрии, в Вене, капричо Паганини, рвется одна струна, рвется вторая, и остается 2 струны. И он свое капричо довел до конца, и зал взорвался. Вот Ильдар Абы, как скрипка Паганини, на одной струне мог, в общем-то, заставить людей двигаться. Я очень хочу, чтобы те, кто были рядом, понимали тонкость его души. И чтобы не делали ему сейчас грустно и больно, потому что
он ушел. Он ушел раньше для нас строить дорогу. Он ушел туда патриархом. В ожидании, чтобы подготовить, наверное, дорогу для нас. Вот та планета, которая сейчас там Ханов, вот в этой тени будет собираться сад для его друзей. Ему сейчас труднее там находиться, чем нам, потому что его первым позвали. Но я смею надеяться, он думает о том, когда мы все увидимся, что он обрадуется и скажет: я ушел первым, чтобы открыть вам дорогу. Я очень хочу, чтобы вам не было больно, так как больно мне, потому что осталась сестра, остался его род, осталось величие его замысла. И как говорил Бродский, что такое талант? Вот что такое талант? У Бродского есть удивительное определение. Он сказал: величие замысла есть талант. Поверьте мне, величие замысла Ильдара Ханова есть талант. Огромное спасибо его друзьям, кто находился рядом с ним. Я благодарна, что мне судьба свела с Миценко. Я, Виктор Дмитриевич, вам безумно благодарна до слез, потому что я сегодня, меня накрыла волна, это цунами, я нырнула в какой-то океан, вы знаете, мне не дали задохнуться. Я так нырнула, меня такая сильная мужская рука подняла и сказала: малыш, сейчас мы тебе покажем еще другой мир. Я вам благодарна за ваши чувства, искренность и за мужское начало уметь драться, и за то, что память Ильдар Абы в хороших руках. За всех, за вас. Дню рождения Ильдара Ханова. Эти картины выставлены впервые, они никогда не выставлялись. Слово представляется другу, однокашнику Ильдара по художественному училищу Александру Васильевичу. Вы знаете, что вначале хотелось очень сильно поблагодарить руководство республики и города за тот громадный вклад, который они сделали для сохранения памяти художников. Я начну с музея имени Васильева, который построен прямо в центре города. Это Шаровский, который в каждых городах можно увидеть такой музей, где творчество может полностью раскрыться. А также то, что поддержка идет с точки зрения того продолжения строительства этого храма, который является одной еще жемчужиной второму замечательных вещей, которые имеются в Казани. То есть не забыты имена двух величайших художников. Правда, некоторые говорят, что это все что-то не так и так далее. В общем, критиков, как всегда, находится. Но все великое усваивается не сразу, а потихоньку входит в души народа. Смотрите, сколько сюда приходит смотреть. Не просто ради любопытства, а потому что притягивает искусство к себе. И эти, конечно, великий Ильдар Ханов. Я думаю, что его имя, как у того, как нашего художника, не просто так, а который мог пить и пить и так далее, имеет право носить имя одного из представителей Ренессанса татарской культуры, если я так имею право сказать. Потому что вы уже сами подумайте, мы же такой громадный вклад внесем. И это же не все. Много у вас задумано, но, конечно, уже им не осуществится. Но даже то, что сейчас идет, говорит о том, что есть вещи, которые никогда не забудутся. В том числе и этот храм. Слава Ильдару Ханову. Есть композиция, она называется «Свеча на ветру».
Музыка настолько пронзительно и тонко передает одиночество человека, который приходит в этот мир бренный. 73 года назад родился гениальный человек, вот такой маленькой свечкой. Он затухал, мама вдувала ему жизнь. И вдуло так хорошо, и так поддержал его родственники и друзья, и величие его таланта, что Ильдар Ханов превратился в факел. Факел отношения к жизни, к солидарности, к таланту, да, к сочувствию, к состраданию, к милосердию. Он понимает, что нужно вытереть слезу ребенка до того, как высушит его солнце. За факел, который никогда не погаснет, за его близких друзей, которые его помнят, за возрождение и строительство храма, чтобы здесь был детский центр, чтобы те, кто не попал в социальный лифт, были нами здесь обласканы и облюблены. Мы понимаем, что не так все благополучно в государстве, но есть идея, которую возродил великий Ханов, и будет продолжать его сестра. Человек творческого склада характера, доктор, который спасал человеческие жизни, она будет спасать человеческие души. Есть друзья, которые уникальны в силу своего характера. Есть гениальные художники и философы, друг, которого просто Ильдаровой всегда называл. Витька, гений, друг, жги. Будьте добры, пожалуйста. Пусть вот так немножко фамильярно, да, но всегда, кто помнит, у Ильдара в глазах всегда были чертинки, кураж такой веселый. Он всегда оставался тем ребенком, который во время войны не доел, не допил, картофель в руках держал, мама замороженная ему доставала, где-то обкапывала руками осмапа и приносила и кормила. Вот этот вот веселье и счастье к жизни, стремление быть всегда вот этим сильным мужчиной, у него было всегда. Друг такой же сильный и настоящий. Я хочу, чтобы кто очень хорошо понял или сотрудничал вместе с Ильдаром, чтобы высказали свое мнение, ну, не избитое, не просто прочитанное, а через жизнь. В данном случае Ильдар, если кто его глубже знает, а я каталог ему в Москве писал, он первую часть, это лет, наверное, 30, он болел, много раз умирал, и ногу хотели ему, и спина отказывала ноги ходить, и он, по сути, абсолютно больной, его Вересай, академик, помог вылечить. И вот эта сцеповка Пикассо, Сикерас, Рерихи, Акуджава, Высоцкий и масса других, она, конечно, заслуженная в плане внутренней работы. И вот больной нашел в себе силы именно монументальной живописи и скульптуры столько создать. Это, конечно, подвиг, равный которому в России просто близко даже нет. И вот хотелось бы, чтобы люди вспомнили и таким простым словом внесли штрихи к воспоминаниям о Ханове. Вот просто я писал каталог. Первое, что я обратил внимание, это около 10 ящиков 80 на 80, полностью забитая графикой поисковой. Я такого никогда не видел. Это столько он работал над каждым произведением, то есть вариабельность высочайшая. А художник берет, за домом начинает цвет искать, и все. Главное закончить. А вот восточные мастера, они работали именно в процессе тысячи поисковых вариабельных работ. И он, Восток, он, конечно, глубоко изучил, и у него и все исписано разговоров с самим собой, великий мастер, везде идет диалог поиска у него. Мало того, что масса тысячи поисковых работ, я удивился, она незаметна эта работа, но она составляет основу его творчества, неконечный. И я убежден, я могу даже сказать, все формальные поиски
намного выше, он там свободнее, чем когда нужно пробить людей, чиновников, всякую всячину. Да нужно же разжевать, был съеденным, понятым, рафинированным. Его заставляли, он спал в этом челнах, скульптуре, и отретушировать эту скульптуру. Столько чиновников ему доставили веселых моментов, годы труда. Поэтому там, в честном поиске, когда он один на один, он чище, выше, понимаете, многообразнее. Поэтому я хотел бы услышать ваш контакт с Хановым, так же, вот, как я, выскажите то, что не написано, не услышано, а личный контакт с мастером. Пожалуйста. Я только одно последнее слово. Никакого сомнения, что это гений ритма, гений пластики. Вот я книгу хотел, именно гений формы хотел написать ему. Он достоин этого, как никто. Пожалуйста. Я просто вспоминаю период набережных Челнов, когда Ильдара Ханова выгнали из Москвы, потом выгнали из Казани. В одних шортах он босиком сидел дома, я приехал, взял его, как он есть, увез. 12 лет работали на КамАЗе, там все было, но самые основные произведения, которые своими руками, значит, все это создал, набережных Челнах. Жил у меня в квартире 6 лет, и поэтому я его знаю досконально, то есть до деталей. Он очень никогда голос никому не поднимал, он всегда был спокойный, улыбчатый. А внутренняя энергия, вот вы видите, что он создал, то есть у меня огромная энергия. Значит, первой йогой, которую он знакомил меня, он лично. Значит, поэтому, когда его цель, задача была, когда вот Хиросима, после вот взрыва атомной бомбы, он больше ни о чем не думал, потому что он хотел показать, что за человечество живет на этой земле, и какие помыслы простых людей. То, что сегодня происходит в России в том числе, ну, увидели лицо капитализма. Мы с ним встречали, он рядом с мной был. Каждый день иностранцы в гости, начиная от министров там, строительства Америки, посла из Японии. И он рядом со мной ходил как хранитель, что ли. Он все это видел. 5 дней встречали гостей за рубежом, они задавали нам вопросы. На 5-й день мы им задавали вопросы. Поэтому мы уже знали, в каком государстве мы живем, что у нас положительного есть, что у нас отрицательного есть. Уже знали, что происходит в капитализме, что у них положительное, что отрицательное. Поэтому, значит, вечером уже было на столе бюро горком партии об исключении из партии, как диссиденты выгоняем из России, из Советского Союза. А в этот же вечер приезжала делегация из Чехословакии, первый секретарь Чехословакии, и говорили, ну, в таком городе 100-тысячный коллектив КамАЗа, даже американцы не посмеют себя построить, потому что попробуют собрать рабочий класс 100 тысяч населения, взорвать ему 100 улиц. Это, значит, неправильно. А это вот высокоэтажное, комфортабельное общежитие для рабочего класса, это уже давно Европа не строит. Это, то есть, хвалиться нечего. А вот эти скульптуры, вот благодаря этой скульптуре мы готовы поклониться им штампы снять перед сектором горком партии. То есть, и вот так это было всегда. То есть многократно нас выгоняли, многократно уничтожали. В самом деле, он, когда надо, и спал некоторое время даже в этой скульптуре прятался. Но видите, как жизнь, она берет свое. То есть эволюция не остановилась. Но самое главное, я даже вот некоторые ранние работы студенческого, ну когда в училище, я даже не видел. Потому что когда первый раз расстрел революционеров в городе Казани, это где-то 60, значит, какой, 60, нет, 72, значит, 70-е годы, в общем, начало 70-х годов, а огромный градостроительный, архитектурный большой совет рассматривал его проект, расстрел. И там все выступили, конечно, против. Знаете, я молодой архитектор, стал, невзирая, хотя только что приехал, невзирая, сказал, значит, объяснил, кто он такой вообще.
Я вообще не знал даже его, кто он. Я просто видел его работу. Такая ритмика, такая мощная энергетика, посвященная, значит, расстрелу революционеров на фоне стены Кремля. Из этого камня же он, значит, предлагает, что, меня совсем не видите, что ли? Это такая работа. И тянули, но директор института Алпаров Избегвлад единственно поддержал. Вот, говорит, во Франции, там есть абстрактное искусство, всякое другое, значит, немного не понимает, нужно там делается, значит, время придет, может, и мы поймем. Вот примерно такое выступление. Поэтому у него всегда было одно желание, единственная цель в жизни. У меня, говорит, есть цель в жизни. Вот этот храм единой религии, это то, что он здесь сделал, пытался он делать на Набережных Челнах, съехал Николай Иванович, ничего не получилось. Значит, и вынужден был, когда уже государство нигде не поддерживало, даже в селах, где много сделал, приехал около дома, вот, и сперва Ильич начал пристроить к этому дому, двухэтажная часть, потом он приехал, принял решение строить здесь, именно вот то, где мы стоим. И поэтому, когда люди, вот я даже таксистом сейчас ехал, я даже и то, говорит, помогал им. Пришли люди в самом деле, помогали. То, значит, материалом, то руками. То есть видит это, в общем, интересная, значит, главная цель жизни, она реализовывается. И пошла работа. Сейчас его нет, якобы, так, да? Хотя, по моим знаниям, он здесь вот, улыбается, радуется вместе с нами. Значит, но работа дальше идет. Мансур где? Но Мансур работает. Мансур работает, да. Поэтому я вас всех поздравляю. Значит, это Мекка. Мекка в Татарстане. То есть эта тропа к этому храму никогда не затухнет. Поэтому, когда надо, приходите, защищайте этих строителей, продолжателей этой идеи. Значит, единственное, что я прошу, значит, мы все его любим, все это понимают, но еще нужна, в общем, поддержка. Сейчас народ решает, видите? Да. Народ, не личности какие-то там, не чиновники. Если народ выходит, решается, понимаете? Поэтому вот большая поддержка с вашей стороны, я призываю еще раз. Смотрите, храм строится, храм поднимается, подняли купол 11 метров. Это удивительная работа, это вбили 2 миллиона гвоздей, как сказал, да, Мансур? Память о нем будет продолжаться вечно, но поддержка нужна колоссальная обязательно от всех. Если можно, слово Эмилю Зелюльдину, нашему величайшему певцу. Все, кто помнит, это самая нежная ария. Это грусть такая, когда тебе вот хочется немножко куда-то уйти, вдруг вот звучит нежная музыка, да? Мы жили очень бедно, если у нас был телевизор маленький, черно-белый, и вдруг выходил вот такой красивый мужчина и что-то дарил тебе своим звуком, ты понимал, что жизнь продолжается. Она продолжается, мы вас ждем. Спасибо. Что я хочу сказать? Я преклоняюсь перед величием Ильдара Ханова. Мы с ним встречались не очень часто. Об этом вот, когда человек такой великий уходит, начинаешь жалеть, что ты с ним мало общался, понимаете? Но были здесь концерты. Он очень любил музыку любых народов. Я здесь выступал, пел. И вот в память об этом великом человеке я хочу спеть 2 песни народные. Sevaldım kuşkayı ayrılmayık dostayım Dusiş belen berge Yaşa
Tilaklarga tizraklar irşerimiz. Ormanna şapan şapla kisip aldım uçmayı. Ayrılmayıp duskayım. Ayrılmayıp Степь раздольная, ах ты, Волга, матушка, Волга вольная, ой, да не степной орел подымается, то речной бурлак разгуляется. Не летай, орел, низко по земле, не гуляй, бурлак, близко к берегу, не гуляй, бурлак, близко к берегу. Ах ты, степь широкая, степь раздольная, ах ты, Волга, матушка, Волга Продолжить вашу линию. Маликов Руслан Галич. Пожалуйста. Пожалуйста. Выдающийся певец, кураист, вообще музыкант. Да, мог бы быть. Вот. Давай. Так, я здесь, при жизни бывал здесь. В общем, его знаю, преклоняюсь перед ним. К вашему вниманию я такую маленькую композицию покажу. Называется «Тоска по родине».
час,
он товарищу отдает наказ. Ты, товарищ мой, не попомни зла, здесь в степи глухой схорони меня. Здесь в степи глухой схорони меня. Ты, лошадушек, сведи к батюшке, передай поклон родной матушке, а жене скажи слово прощальное, передай кольцо обручальное, да скажи ты ей, пусть не печалится, пусть другим она обвенчается. Про меня скажи, что всеми замерз. А любовь ее я с собой унес. Выступит Галеев, Мирнов, Огезович. Ой, әлбит ерақтайды кіме, бик көп шақырым жерден келді кіме. Ақ қалпақның табылған шағы, ақ қалпақның табылған шағы, туғандарының сағынған шағы. Қалпақның табылған шағы, туғандарының сағынған шағы. Бик көп шақырымны яқан етіп бір көрішер үшін келдік біз. Ақ қалпақның табылған шағы, ақ қалпақның табылған шағы, туғандарының сағынған шағы.
земля подобна раю. Человек – существо, который хозяин всей земли, всему как бы вселенной. Из всех живых существ самый умный управляющий. Жалко, что они не могут друг с другом объединиться, понимать друг друга. Люди не могут ужиться по-доброму. Ильдар всю жизнь хотел, то как земля родная. Независимо от того, какой национальности, какой веры, Всевышний один. Он всегда от всей души, как целитель тела и души, он всю жизнь отдал, чтобы люди были добрыми, понимали друг друга. И все это здесь создано. Это как бы центр, действительно, являющийся в Татарстане. У нас республика, сколько народов у нас живет, все-таки как бы не было. Плечом к плечу, друзьями живем же все. Есть не народы разные, есть люди разные. Есть добрые, и злые, есть преступники, есть благодетели. Но вот то, что души облагораживая, чтобы люди были как радостные. Ведь человек рождается на земле для радости. Это временное наше как обитательство. Ильдар не только односельчанин, это родственник. Мы очень дружили, близкие были. Он мечтал, создавая здесь концертный зал, мы мечтали при открытии выступать. И со своими учениками мы там должны были выступать. Я очень рад, что этот дом существует, живет. Дай Бог, что он стал также, как сказать, действительно, все тяготеющие всех людей сюда. И чтобы Татарстан стал центром также дружбы и благополучия. Казань стал, видите, как сейчас совсем другой Казань, как европейская страна какой-то. Я сегодня не узнаю Казань, как раньше было. В течение нескольких лет преобразилась Казань. И всегда Казань — это гостеприимный город. Кто бы ни приезжал, с удовольствием они здесь воспринимаются и вспоминают. И сейчас я хочу еще сказать мелодично со своим учеником, который мое дело будет продолжать. Эх, если бы стать мне лебедью, и чтоб мои крылья не уставали, эх, бы мне не было на земле разлуки и смерти. Dünyada
этом мире не случайно. Я думаю, Всевышний не просто так собрал сегодня всех здесь, накануне праздника, который называется День примирения, потому что вот то, что делал и делает, в общем-то, могу сказать, в настоящее время Ильдар, это колоссальнейший подвиг, гражданский подвиг. Это попытка одного человека примирить такие разные амбиции, таких разных людей, таких разных политиков. Потому что вот то, что мы вот видим сегодня над нами, купола разных религий, на самом деле это не просто купола разных религий, это купола разных амбиций, разных взглядов, разных претензий на этот мир. На самом деле в этом мире нам ничего не принадлежит. Мы приходим и уходим. И вот Ильдар, настолько он это очень давно, гораздо раньше, чем мы, гораздо раньше, чем многие политики, это понял. И понимал, что... И он пытался, как вот, знаете, небезвестный Дон Кихот, который дрался с мельницами, чтобы хоть как-то отстоять вот наш мир. Вот что творится сегодня? Нам кажется, что каждым годом мы живем дружнее и теснее. На самом деле мы с каждым годом живем разрозненнее, все злее и жаднее, как ни странно это звучит. Мы видим, как Волгу, всеобщее достояние, застраивают сволочи-буржуи, которые считают, что у них все им принадлежит в этом мире. И Казанка, и Волга, и все ее берега. И Ильдар бросил вызов вот всему этому жадному миру, сказать, что я поставлю здесь и ставлю здесь памятник всем религиям. На самом деле это памятник вот всем нам, живущим в мире. Это завещание человека, который говорит, что вот вы все разные, но перед Богом вы все равны. Вы все одинаковые. Бросьте все эти ваши претензии. Я выше, я сильнее. Мы все, в общем-то, песчинки в этом океане, понимаете? И вот я считаю, что вот сегодня действительно это не просто так мы собрались. Ильдар, он настолько был светлый, настолько был жизнерадостный, потому что он понимал, что вот та истина, которой он обладал, это не его, так сказать, придумка, это не он придумал. Это была свыше информация человеку, которому открылась одна большая простая истина. Не пытайтесь в этом мире что-то забрать, а попытайтесь в этом мире что-то оставить. Вот он нам оставил этот замечательный памятник, памятник дружбы, взаимопонимания, по крайней мере, желание понять друг друга. И вот давайте вот это желание Ильдара сохраним, и это будет лучшим памятником ему. Ну, довольно много сказано об Ильдаре, как о зодчем, как художнике, да? Но вот я хочу коснуться еще двух его сторон, неотъемлемых, ну, может быть, возможно, более важных. Ильдар свято верил в Бога. И вера его, вот это свет, и именно отсюда его неуемная любовь к людям. И вот то, что мы, его ближайшие ученики, чему у него первым делом все учились, так это именно к любви к людям. И именно ради людей. Ильдар это строит для людей. Вот сколько я его спрашивал: Ильдар, что будет с этим храмом после тебя, думаешь? Я об этом не думаю, я строю для людей, ломать же его не будут. Надеюсь, что так и произойдет. И вот особенность его веры. Он говорил, что Иисус помогает ему в строительстве. И именно Иисус весной 94-го года сказал ему: Ильдар, возьми лопату, начинай строить этот храм. Будда заряжал его духовной энергией, давал ему духовный заряд, именно и любовь к людям. Будда же помогал ему в целительстве. И поэтому перехожу к другой, соответственно, стороне Ильдар как целителя. Понимаете, вот как целитель он исповедовал в основном буддийская методология. Так получилось, что до знакомства с Ильдаром, да, я несколько недель был знаком с уникальнейшей целительницей, возможно, лучшей буддийской целительницей. Ее когда-то Ким Ир Сен подарил, не когда-то, в 1982 году подарил Брежневу.
после его визита, когда он уже стал сдавать, но там Чазов с компанией эту девочку просто не допустили до нее. Да? Там потом был Брежнев умер, получилось, ее увез в Казахстан Кунаев. После того, как Казахстан, получилось, Кунаева сменили на Болдину, куда эту девушку назад отдавать неудобно, ее поместили в один уникальный пансионат. И вот я в этом пансионате волей судьбы оказался, и вот 2 недели мы с ней очень тесно подружились. Да? Это что-то было абсолютно уникально, что она делала. Скажем, положим, вот она завязывала глаза, держала меня за руку, кольни куда-то. Я себя укалывала, она показывала на себе эту точку, да, то есть чувствовала человека. Как она лечила, это фантастика. И вот, знакомясь с Ильдаром, я уже как-то, знал, что большего, чем я видел тогда, я ее, Тай называл по-русски, да, я не увижу. Но Ильдар меня по-своему поразил. И это был абсолютно другой подход к людям. Та же буддийская школа, но другой подход. Если Тая, допустим, она, был жесткий контакт, она проникалась, она целиком объединялась с человеком в одно целое. И отсюда вот эта ее методология лечения. Ильдар же наоборот, как он мне говорил, потом, чем больше вокруг людей, тем мне легче лечить каждого конкретного человека. И то есть, вот у него был другое направление, но даже как буддийский лекарь, он показывал абсолютно уникальные результаты. Вот его ясновидение, оно поражает. Вот я 2 случая скажу из моей личной практики. Да? Первый, вот то, что у меня получил, молодость баскетболом занимался, повредил колено. Мениск там, и внезапно у меня опухла нога. Все, пошел к врачам, мне без операции тебе не обойтись, чем раньше, тем лучше. Звоню Ильдар, Мансур приезжает, я ходить не мог на машине за мной, перевозят в эту комнату, Мансур меня держит, Ильдар, этим электрошокером, меня буду лечить как своего, извини. Я там извивался, через 2 дня забыл, что нога там, побежал бегом в лес в автобус. Это один случай. Второй случай. Как-то я привез сюда потенциального спонсора. Надеялся, что человек здесь немножко поможет. Но я знал, что у него там проблемы с легкими. Ильдар, вот будучи на расстоянии 2,5 метра, он мол, это твой друг, да? Скажи, что у него в левом легком 2 темных пятна, но они уже зарастают. Это мне тут, абсолютно тут. Думаю, Ильдар, я спрашиваю, как? У него другой подход. В сущности, к тому же сводилось, он у каждого человека видел его астральную точку, и поэтому находил уже внутренний механизм влияния на нее. То есть, я не знаю, таких, не целителей, не духовно богатых людей, как Ильдар, думаю, сомневаюсь я, что мне или кому-то из вас когда-то удастся увидеть.